Так, добрый день. Начну я. Ярмоленко Андрей Васильевич, Юрий Валентинович, Рядочкин, да? Значит, с подобным докладом мы выступали в 2019 году, когда он как-нибудь назывался по программе WorldSkills в университете. Все началось с того, что в 2019 году был выигран грант, да, на поддержку проекта «Молодые профессионалы». И вот хотел немножко рассказать о том, что было сделано, что предстоит сделать, ну, добавим какие-то трудности. Вот в таком духе построю доклад. Значит, в результате данного проекта в университете у нас было создано 5 мастерских, на слайде приведено их название. Значит, вообще, изначально WorldSkills планировалось для среднего профессионального образования, то есть вот для них. Да? Ну вот я хочу рассказать, как оно теперь наступает на высшее образование. И, соответственно, что было сделано? В составе университета у нас есть колледж экономики, права и информатики. И вот эти мастерские формально вот сделаны для этого колледжа. Но изначально повелось так, что каждую мастерскую курирует кто-то с высшего образования, кроме одной, да, то есть Юрий Валентинович занимается программными решениями для бизнеса, на мне мастерская веб-дизайн и разработка, ну и так далее. И по проекту нужно в течение 5 лет отчитываться, делать определенные дела, ну и вот руководители мастерских по соответствующему направлению пишут отчеты, проводят какую-то работу и так далее. Значит, что было сделано? Значит, мы повлияли на учебные программы колледжа. Да? Ну, в каком плане? Предметы менять нельзя было, в содержании дисциплин. То есть там строчечку добавили, что используется мастерская, там строчечку, где-то содержание подправили, где можно было. В основном подправляли на практике. Далее были проведены пробные демонстрационные экзамены. Их, по-моему, не было еще официальных ни одного, да? В этом году? В прошлом году был первый демонстрационный экзамен. То есть, те, кто не понимает, это демонстрационный экзамен, что-то вроде ЕГЭ в школе. Да? То есть, он проводится в колледже, кто не сдал, соответственно, диплом не получил, а кто сдал, значит, о нем знают еще и работодатели. Да? Ну, то есть, вот аналог. Далее проводились региональные чемпионаты, ну, просто проводились, то есть таких вот, по-моему, чемпионов не было. Далее одно из направлений было направлено на то, чтобы участвовать в работе Института дополнительного профессионального образования, то есть разрабатывались программы для них, набирались группы, мы их проводили, ну, то есть и я, и Юрий Валентинович и так далее. Также каждый год по каждой мастерской нужно было проводить хотя бы 2 группы детей, то есть, возможно, ваши дети там ходили, ну, там 8-классники, нет, в этом году у меня 7-классники приходили. Ну, кто-то сказал, что понравилось, кто-то сказал, что ничего не понял. Так, значит, здесь я привожу, ну, мы приводим, извините, о том, что как WorldSkills влияет на то, что учитывает специфику современного состояния отраслей, да? То есть ежегодно собирается, Юрий Валентинович, подскажите. Ну, на самом деле, но по каждой компетенции, то есть, ну, вот то, что было показано в мастерские, это определенные компетенции. Да? Есть, например, компетенция программные решения для бизнеса, компетенция веб-дизайн, компетенция поварское дело и так далее, и так далее. Их достаточно много. Соответственно, есть менеджер компетенции, человек, который, собственно, руководит этой компетенцией по всей России, да, управляет ей. Ну и, естественно, есть эксперты, которые коллективно, в общем-то, принимают некие решения, актуализируют эти программы, да, под, опять же, руководством менеджера. И, соответственно, таким образом происходит актуализация, ну и обновление программ, требований, ну и так далее. Так, ну и вот здесь показано, как работодатели участвуют
в проведении демоэкзамена. То есть вообще планировалось, что есть база общая, в которой регистрируются работодатели, и они потом, с одной стороны, участвуют в проверке знаний, а с другой стороны, могут по списку выбрать себе сотрудников. То есть изначально вот была такая концепция. Так у меня. Вообще, если я немножко прерву Андрея Васильевича, что такое демонстрационный экзамен? В принципе, с этим раньше сталкивались где-то или нет? Или нужно более подробно пояснить чуть-чуть? Вот я немножко скажу. Да? То есть демонстрационный экзамен. То есть предполагается, что студенту дается заведомо сложное задание. То есть задание как для профессионала. То есть они, и в зависимости от того, что организация выберет какой код, этот экзамен длится от 4 часов до 16, может? До 16 часов. То есть до 16 часов это значит идет 2 дня. И разбивается, если вот тут пример как раз на 2 дня, Юрий Валентинович там потом более подробно про коды проговорит. Например, по веб-дизайну, да, то есть есть указано, какие инструментальные средства можно использовать, да. Потом дается задачка, да, вот, например, модуль, на 3 часа. Ну, тут я кратенько написал, да. То есть тут по сути нужно написать серверную часть для сайта. То есть это основную часть сайта функциональность реализовать на стороне сервера. То есть я думаю, что человек, который профессионально этим занимается, он сам за 3 часа это не сделает. Да? Поэтому слушателей, студентов надо натаскивать на то, чтобы они это все делали на автомате. И тут еще шутка какая, что по некоторым направлениям задание известно заранее, а по некоторым неизвестно. Но там, где известно задание, за день до экзамена можно 30% поменять. Ну, там, не знаю, на уровне было Петя ходит в магазин, а будет Вася ходит в школу. Ну, что-нибудь такое, да? Так. Ну, да, и в настоящее время вот эта концепция для среднего специального образования плавненько переходит в высшее образование. То есть раньше назывался WorldSkills, а часть, которая для высшего образования, она называется Future Skills. Ну и об этом сейчас Юрий Валентинович более подробно поговорит. У него есть 9 минут. Да, хорошо, я Васильевич буду переключать тогда. Значит, смотрите, поскольку, действительно, концепция такая в WorldSkills получилась достаточно интересной и такой практически полезной, вообще сами вот эти демонстрационные экзамены, да, сама эта методология, она такая очень сильно практикоориентированная, то есть проявляется именно практические какие-то умения, знания, да, которые впоследствии будут нужны для специалистов в данной профессии. Ну и сейчас получается, что движение WorldSkills приходит в высшее образование. Ну и вот здесь можно назад просто сайт. Вот здесь я вам показал адрес сайта, на котором можно посмотреть подробно список вот этих компетенций. Вот таким вот образом оно выглядит. Следующий сайт, пожалуйста. И смотрите, например, вот мы выбираем компетенцию цифровая трансформация. Щелкая на нее, мы получаем некоторое описание этой компетенции, также контакты менеджера этой компетенции, да, который, собственно, отвечает за развитие. И дальше, пожалуйста. И мы получаем вот здесь вот доступ к документации. Основными документами здесь будут являться... Не надо, назад, пожалуйста. Основными документами будут являться, собственно, инфраструктурный лист, пример конкурсного задания и техническое описание. То есть техническое описание дает подробное описание, собственно, вот всей этой компетенции. Что, например, какие знания, какие умения, навыки, да, должны иметь те студенты, которые оканчивают данное направление обучения, и будущие специалисты, соответственно. Какие требования предъявляются к некоторым элементам образовательной данной программы, да?